Как давно вы в Донецке и чем непосредственно вы здесь занимались? В Донецке с 17 числа находимся. Прибыли сюда в составе группы, которая включала в себя докторов, собранных практически по всей России. В основном, конечно, Москва, были с Уфы, из Казани, с других городов. Даже один доктор был с Приднестровья. Он живет, правда, в России сейчас. Вот. Решение приехать сюда с коллегой, с Анзором Назаровичем, конечно, все эмоционально вначале. Но когда поинтересовались, как сюда попасть, чтобы это серьезно выглядело, нам помогли и посоветовали вот в составе этой группы заехать, потому что все-таки военные действия идут, особый режим на границе. Прибыли в итоге сюда, нас распределили по больницам разным, ну все в пределах Донецка. Потом выяснили, что Анзор наш Назарович это не просто травматолог, а травматолог, специализирующийся на микрохирургии кисти. Огромное число этих ранений, кстати говоря, и немножко мы опять перераспределились. В итоге нас перевели вот этот республиканский травматологический центр в городе Донецк. Это центральная часть города. Очень тепло нас принял коллектив. Я свое поле деятельности нашел, тут хирурги, естественно, присутствуют. Ну, в основном, конечно, здесь огромное учреждение, 400 коек, оказывается помощь травматологическая. Вот. Поработали, конечно, от души. Когда мы прибыли, еще жаркие бои шли в Мариуполе, ну, уже финальные, так скажем, было много раненых, много, к огромному сожалению, мирных жителей, покалеченных. Особенностью, можно так назвать, это огромное количество, практически все, кто поступал, наверное, это осколочные ранения, не пулевые, а именно осколочные. Коллеги наши, россияне, были тоже русские, кто-то из них успел съездить в этот же Мариуполь уже по завершению боев, потому что надо было поехать оценить состояние лечебных учреждений, их запасов, медикаментов там, и так далее. Ну, мы тоже не прочь были попасть, нас не взяли, правда, туда там все-таки еще работают саперы, ну, ребята наши съездили, посмотрели, там тоже налаживается жизнь. Конечно, в местной системе здравоохранения очень тяжело, помимо того, что сам Донецк фактически под обстрелом, вот вчера здесь прилетало в жилые районы, на рынок, то еще к этим проблемам прибавились как бы проблемы тех освобожденных территорий. Это огромные по абхазским меркам территории. Население ДНР фактически около 5 миллионов человек, ну, вот, в пределах административных. Это колоссальная нагрузка. Большую помощь, вот мы видим, россияне оказывали там методическую, медикаментами, техникой, продолжают. Вот. Ну, конечно, особенность, могу сказать, является как бы с нашим печальным опытом тоже военным. Наверное, все-таки хочется отметить, такого ожесточения, как здесь, у нас не было. Мирное население пострадало в таких масштабах. Удивляемся, мы всю дорогу удивлялись, почему они находятся в этих кварталах, в которых идут такие кровопролитные, беспощадные бои с применением тяжелой техники. Ну, видимо, люди, да, без исходности некуда идти, трудно сейчас это оценить, что огромные потери. Вот сейчас прощаемся, как бы сегодня уже отбываем в составе. Здесь, конечно, работа еще на десятилетия. Все эти мины, все эти не разорвавшиеся снаряды и так далее. Тогда вчера мальчишка подорвался при разборе найденными гранаты, так что я не знаю, здесь эта помощь, наверное, если мы были полезны, ее еще оказывать и оказывать. Планируете ли возвращаться и вообще сколько времени вы здесь были? Мы пробыли 2 недели. Вот. Возвращаться или нет, знаете, на этот вопрос, наверное, ответит не мы, ответим, а та ситуация, которая разворачивается вот на окраинах Донецка буквально, как, наверное, все уже мы разбираемся, что на востоке Украины, то есть вот в сердце Донбасса фактически стоит второй Мариуполь, это Авдеевка, гигантская промзона,
фактически крепость укрепленная, подземная, даже не представляю сейчас по-военному, как это будут все освобождать. Очевидно, что это будут бои кровопролитные, затяжные, тяжелые. Противник у них подготовлен от души, как говорится, всем обеспечен. Сдаваться они собираются, злобные. Здесь, конечно, если начнется такого масштаба военная операция, то здесь, наверное, не хочу каркать, но не выдержат местные медучреждения. То есть, скорее всего, прибудут еще доктора, скорее всего, из России. Если мы чем-то будем полезны, конечно, тоже придем на помощь.